Пленарное заседание началось с презентации инвестиционных проектов субъектами СКФО. Ингушетия представила здесь самый большой в республике комплекс «Строймаркет», в котором будут реализовываться качественные строительные материалы, в том числе и произведенные в нашей республике. Проект действительно впечатляет. Новый гипермаркет разместился на площади 25 785 квадратных метров. Обеспечить строительными материалами «Строймаркет» сможет не только нашу республику, но и соседние. Умалат Таршхоев отметил, что благодаря введению в эксплуатацию таких масштабных объектов в республике обеспечивается рост экономических показателей. Проект «Строймаркет» реализуется в Насыркорте в районе Абигув. Компания на строительном рынке уже более 20 лет. Известна она не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 5,5 гектар. В настоящее время уже проведены строительно-монтажные работы, проведены сети инженерно-технического обеспечения. Готовность объекта составляет 43%. Проект реализуется с участием ПАО «Сбербанк России». В банк представлен пакет документов для рассмотрения заявки. Срок принятия решения – март месяц текущего года. Общая стоимость проекта составляет 554 миллиона рублей, в том числе собственные средства инициатора 221 миллион 600 тысяч рублей и объем кредита 332 миллиона 400 тысяч рублей. Министр экономического развития республики отметил, что проект проработан. У компании собственная сеть реализации строительной продукции. В центре также разместят магазины бытовой техники и продуктов питания. Кроме того, инвесторы рассматривают возможность размещения на территории торгового центра кинотеатра. Спрос на строительные материалы, в том числе кровельные, в России обусловлен активизацией строительства промышленных и коммерческих объектов, а главное жилищного строительства, которое составляет более 95% в общем объеме строительной отрасли России. В республике только за прошлый год рост общего объема строительства составил 34%. Для компании «Строймаркет», доля компании «Строймаркет» на рынке производства кровельных материалов в республике составляет порядка 60%. В дальнейшем планируется увеличить объем производства кровельных материалов и комплектующих для кровли, а также открыть дополнительные цеха по производству металлических дверей, дверной фурнитуры и профилей для гипсокартона. Министр отметил, проект по строительству «Строймаркета» нуждается в государственной поддержке в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Инициатор проекта Багудин Дахкильгов отметил, что на территории Ингушетии у «Строймаркета» действует цех, и 60% строительного рынка и республики компания обеспечивает. Торгово-производственный комплекс он может стать площадкой для проведения республиканских и северокавказских выставок, на которых будут представлены строительно-отделочные материалы. Этот проект наш, он реализуется при поддержке ПАО «Сбербанк России», который является нашим партнером на протяжении уже 15 лет. Готовность проекта составляет 43%. Председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев рассказал, что «Строймаркету» действительно можно доверять. Компания давно себя зарекомендовала, только с лучшей стороны. «Строймаркет» для нас очень значимая компания, поскольку 60% производства кровельных материалов. А здесь вам, как известно, Ингушетия находится на втором месте по Северокавказскому федеральному округу по темпу строительства и на 8-м месте по России. Поэтому мы планируем также продолжить. В 2017 году мы получили порядка 5 миллиардов на строительство. И, соответственно, здесь очень серьезную роль сыграла компания «Строймаркет». И поэтому просим, конечно, и надеемся на получение этой поддержки, кредитования через МСФ. Спасибо большое. Действительно, сегодня их заинтересовал проект. Предварительно мы с ними прорабатывали по этому проекту вопросы. Здесь было несколько вопросов еще дополнительно задано. И уверен, что проект понравился. Ну а представили на пленарном заседании свои проекты 9 субъектов Северокавказского федерального округа. Все они надеются получить кредитно-гарантийную поддержку корпорации малого и среднего предпринимательства. Рина Цычуева, Рамзан Миржоев. Новости 24.